Человеком, который меня вдохновил, в 2007 году это был филигранщик, ювелир Айдер Асанов. Я к нему попал в мастерскую, он недалеко от Бахчисарая, от ханского дворца. У него была мастерская. Впервые я увидел мастерскую, и там же я увидел гончарный круг. Он меня поразил, работа на гончарном кругу, делает эти изделия. Меня это вдохновило, мне это очень понравилось. И вот этот был толчок в моей жизни, и я тоже захотел этим заниматься. Вообще по образованию я железнодорожник. Я окончил в Самарканде железнодорожный техникум. И работал на железной дороге уже в Крыму, когда мы приехали в 1991 году. А свободное время занимался на гончарном кругу. Процесс, он меня вдохновляет. Постоянно хочется что-то сделать лучше. А иногда не получается лучше. Я вижу изъян, который другие не видят, а я его вижу. И вот так в процессе появляются какие-то новые изделия. Гончарный круг – это как психолог. Когда берешь в руку глину, садишься за гончарный круг, ты забываешь обо всех проблемах. Вот этот увлекает этот процесс и успокаивает. У каждого гончара своя техника и свой стиль. Я сам добываю глину. У нас в Крыму глина, два вида глины. Есть серая глина, а есть и красная. Ее надо копать, до нее надо докопаться. 200 миллионов лет тому назад это было дном океана, и были отложения. В этой глине я иногда нахожу ископаемые ракушки. Особая глина. И до нее нелегко добраться. И никто вам не скажет, где она находится. Бывает, что в глину попадает посторонний предмет, например, какой-то камушек мелкий или еще что-то попало в глину, не заметил. Оно в процессе обжига глина лопается, ломается. Да, конечно, разочарование большое, когда ты открываешь печь, крышка открывается, и ты там видишь одни осколки. Такие вот моменты не дают повода, чтобы опустились руки или ничего не хочется делать. Нет, они дают стимул исправить и что-то сделать лучше. У меня мечта создать красивую большую мастерскую и принимать там гостей. В нашем народе, в крымско-татарском народе, богатая история орнамента. Тюльпан, он означает юношу. Роза означает женщину. В нашей религии запрещалось рисовать людей и животных. Поэтому рисовали и придавали смысл растениям. Жена у меня окончила тоже художественную школу. У меня жена в основном рисует. Я прям влюбился вот в этот орнамент крымско-татарский.
Родина моих родителей, Евпатория. У моего дедушки была мастерская на этой улице. Он был портным. И у него стояла небольшая будочка на Катык-базаре. Раньше эта площадь называлась Катык-базар. Так получилось, что ларек мой тоже недалеко. Когда я вижу эти улочки, эти дорожки, и я вспоминаю рассказы своей тети, сестра моего отца. Она рассказывала, как бежали, они маленькими бегали к морю стирать дорожки. Тут даже воздух необычный. Тут все необычное, и я очень люблю свой город. Мой город – это мое вдохновение. Я так люблю Крым, его богатство, его красоту. Дело, которым я занимаюсь, если бы мне сказали бросить все и уехать куда-то, я бы умер, но никуда бы не бросил и не уехал. Счастье – это созидать на родине.